Весь мир у нас вот с этого окошка. Кусочек неба, вот эта стена кирпичная, одно засохшее дерево, и все. Больше мы ничего не видим. Почти 13 лет заточения в однокомнатной квартире. Несчастный случай, который произошел с Тофиком Абдулаевым, поставил крест на обычной жизни. Теперь только инвалидное кресло и прогулка из комнаты на кухню. Выбираться на улицу у парня получается крайне редко. Лифта в доме нет, а лестницы для инвалидов не приспособлены. Нет возможности просто элементарно выбраться на улицу, как у заключенных. Только они виноваты, а я нет. Вот такая проблема. Огромные деньги тратят на поликлиники, чтобы сделать там пандусы, подъемники. А до этого пандуса в поликлинике я не могу отсюда добраться. Вот так что смысл в них для меня отпадает. А ведь и правда, зачем все эти пандусы, если инвалиды не могут ими воспользоваться? У Эльбруса Таттаева ситуация похожая. Мужчина живет на 5-м этаже и не может беспрепятственно увидеть белый свет. Чтобы хоть иногда выходить на улицу, Эльбрусу приходится прибегать к посторонней помощи. Спускать инвалида по лестнице помогают родственники или соседи. Мучаемся, помогают въехать в больницы, в санатории, лечиться когда надо. Вот так. Таких людей, как Тофик и Эльбрус, к сожалению, очень много, и им просто необходима помощь. В некоторых городах России инвалидов с верхних этажей переселяют на первые. К сожалению, в Северной Осетии о введении такой программы только говорят. А если она и будет работать, то вряд ли обеспечит всех инвалидов удобным жильем. Сейчас хотим разработать программу, чтобы в вновь строящихся домах первые подъезды все были рассчитаны под маломобильных людей. Да, и возможность обмена вот этих квартир на новые квартиры. Какой-то помощь Минстрой тоже будет оказывать, чтобы людей переселять, чтобы у них реально была доступная среда. Как показывает практика, программа «Доступная среда» делает лишь первые шаги к тому, чтобы реально быть доступной. Впервые во Владикавказе возводят дома, которые будут полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство многоэтажных домов ведется по улице Гаккаева. Строительство этих домов – большая надежда особенных людей на светлое будущее. Первые этажи современного жилья будут полностью оборудованы под инвалидов. В подъездах установят поручни, все пандусы будут под нужным углом, а дверные проемы станут шире. Возвращаясь к теме пандусов, то в целом ситуация по Владикавказу терпимая. В большинстве социальных объектов их установили как положено. По нормативам угол пандуса не должен превышать 7 градусов. Тогда инвалид сможет без труда его преодолеть. Однако встречаются просто вопиющие случаи. Честно говоря, готовя этот материал, я думала, что столкнусь с разными ситуациями, но вот то, что я вижу сейчас, это вот выходит за рамки вообще любого разумного, что может в этой жизни быть. Просто что в голове у того человека, который строил этот пандус? Я просто не знаю, кто сюда должен подняться и кто должен спуститься. Инвалид убьется, женщина с коляской убьется вместе с ребенком. Просто вот что это такое? Это горка, на санках кататься. У меня нет слов. После всего увиденного программа «Доступная среда» лишь демонстрирует свою беспомощность. Но люди с ограниченными возможностями не привыкли отступать. Каждый из них надеется, что завтра будет лучше, чем сегодня. Это завтра возможно только при нашей с вами помощи. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.